Для фанатов интеллектуального досуга чемпионат – долгожданное событие. Отрадно, что с каждым годом число его участников увеличивается. Так, в нынешнем году в чемпионате приняли участие до 25 команд. В его рамках состоялся отборочный тур, по итогам которого в финал прошли 12 команд. Они состязались в игре «Что, где, когда». Ведущим финала игры стал двукратный обладатель «Хрустальной совы» телевизионного клуба «Что, где, когда» Михаил Скипский. Он приехал в Абхазию по приглашению Государственного инвестагентства. Как-то в 90-е японские сектанты попытались на японской же машине похитить мешавшего их деятельности православного попа. То, что произошло в начале их плана, напомнило сцену из советского мультфильма, где на месте попа был он. Назовите его. Это Винни-Пух. Михаил Скипский рассказал, что несмотря на сложность вопросов, заметно, что уровень знаний абхазских знатоков довольно высокий, а игра проходит очень весело и азартно. Ребята борются, там пишут апелляции, пытаются доказать, что они достойны большего. Вопросы довольно сложные, на них, правда, многим командам тяжело играть, они правда сложные, это не без ложной скромности. Борьба очень азартная, яркая и очень эмоциональная. В сущности же любой спорт, что никогда в том числе, создан ради эмоций, и эмоции здесь все получают и игроки, и зрители, и даже я, как ведущий, все равно обмениваюсь залом какими-то энергиями. В игре «Что, где, когда» 3 раунда, в каждом из них по 12 вопросов. В ней 2 возрастных зачета – молодежный до 25 лет и общий, без возрастных ограничений. Как и в телевизионной версии игры «Что, где, когда» знатокам давалась 1 минута на размышление. Только ответ нужно было не озвучивать, а быстро написать на бумаге и сдать жюри. Игра была очень напряженной и захватывающей. У игроков команд зашкаливали эмоции, ведь каждый хотел стать обладателем главного приза чемпионата. За 8 лет у чемпионата появились свои фавориты. Также есть и новые участники. Я считаю, что эти игры обязательно необходимо проводить в Абхазии, да и вообще где угодно, потому что для молодежи и не для молодежи это тот вызов, который дает опыт и настроение. Ты заряжаешься настроением, и ты понимаешь, к чему тебе дальше расти. Это очень важно для нас, чтобы знать, куда нам идти дальше. Мы участвуем 3-й раз уже. Готовимся всегда по таким секретным определенным своим методикам, но на этот турнир, к сожалению, чуть-чуть меньше было времени на тренировки. Первый полуфинал, когда был, мы уверенно вышли из 11 команд со 2-го места, проиграли только бывшим чемпионам, команде 12 разделанных мужчин. Сегодня сейчас показали неплохой уровень, но все-таки можем лучше, знаем, что можем лучше. По итогам игры «Что, где, когда» в молодежном зачете 1-е место заняла команда Шрейдингера, на 2-м – «Омлет», а 3-е у команды «НАЦ». Чемпионами общего зачета «Что, где, когда» стала команда «Бразерс», и именно им достался переходящий кубок чемпионата. Необходимо проводить такие игры для того, чтобы поощрять нашу молодежь, тянуться к знаниям, читать книги. Вот сегодня это очень символично на самом деле, что мы собрались в здании Национальной библиотеки. Недалеко от книг, это очень здорово, и мы вообще стараемся и в качестве подарков преподносить тоже книги, для того, чтобы поощрять чтение, поощрять тягу к знаниям, тягу к саморазвитию. Также в рамках 8-го чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм прошли турниры по брейн-рингу и своей игре. В брейн-ринге победу одержала команда «Бразерс», а победителями своей игры стали Владимир Миронов, Михаил Кирия и Аслан Зантария. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.